Да, идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О, нет, и нет, и нет. Опа. Вот такой вот перекат у нас тут. Все тот же, так скажем. Попробуем сегодня поймать белого хищника. В первую очередь нас интересует голавль. Вчера весь день мы были на воде с друзьями и не увидели ни одной поклевки. Но если быть честным, Роман поймал одного небольшого голавлика, а я не увидел ни одной поклевки головлиной за весь день. Вчера был день рыбака, а в день рыбака, говорят, клюет плохо. Ну ладно, посмотрим, что будет у нас сегодня. Значит, планирую обловить вход в перекат и выход с переката. Начнем с входа, покидаем там, а потом спустимся вниз. Ну все, пошли. Так, что, добрался? Будем пробовать. Может быть, сегодня будет клевать. Сделаем забросики вон под кусты туда. Как-то были у меня поклевочки в том месте. Ага, есть, ребята. Но сорвалась. Это была какая-то маленькая рыбка. Маленькая рыбка. А нам нужна большая. Ну, поклевку стоит ожидать прям под кустами, в первую очередь. Голавль должен быть там. Немного не добрасываю. Чем ближе к берегу я кину, тем больше вероятность того, что клюнет голавль. Так, ладно, не хочет.
Блин, есть, ребята. Есть. Хотел я, конечно, на другой воблер поймать оттуда головля. Но, как говорится, хорошо, что вообще клюнуло. С этого места я на жуков от сакуры ловил головлей. Но мы тоже сегодня их покидаем. Рыбка хорошая на крючке. Да, это хороший голавль, ребята. Я думаю, где-то в районе килограммчика. Ну, могу ошибаться, весов с собой нету, но это точно за полкило. Клюнул он на чаббе с заглублением ССР. Оба. Проводку делал апстрим. Все зафиксировал. Вот такой вот голавль, ребята. Просто супер. Значит, как я отловился на жуков. Была у меня рыбалка без камеры, значит, но есть фотографии у меня в Инстаграм. Ссылочку на Инстаграм я оставлю под этим видео. Ну, и сейчас, с вашего позволения, тоже сделаю фотку, а потом мы его с вами отпустим. Все, давайте отпустим этого красавца. Как у меня тут рука под шнуром. Вот такая вот обалденная рыбка, ребята. Ну, точно здесь около килограммчика, я думаю, есть. Все, давайте отпустим. Все, убежал. Фух, ну все, начало рыбалки. Будем надеяться, что это не последняя рыбка, которую нам удалось поймать. Да, хотел, конечно, на жука я повторить здесь. На жука тоже красивые поклевки. Ну, давайте, наверное, сразу по снастям. Спиннинг у меня Графит Лидер. Нового Боска с тестом 3-10 граммов. Катушка Дайва Ниндзя 1500А. Шнур 0,8 по японской классификации Sunline. Фотографию я сейчас вставлю. Такой разноцветный он. Значит, вчера на рыбалке произошла какая оказия. Случился зацеп за траву. И я чуть-чуть поддернул, и шнур лопнул где-то, значит, вот здесь вот. После покупки этого шнура я как-то наткнулся на одно из видео, где один человек сказал, что в таких шнурах присутствовал брак. У него была такая же ситуация. Он там отправил и этот шнур назад, ему вернули деньги и все остальное. Но я, естественно, такой ерундой заниматься не буду. Но, тем не менее, я вчера потерял чабби. И это очень неприятная потеря. Ну все, продолжим. Воблер, кстати, был, как я уже сказал, чабби с заглублением ССР. Давайте попробуем сделать еще туда заброс. Ну, сейчас поставлю я жуков. Попробуем все-таки на жуков. Значит, я уже на этом перекате здесь дня 4 или 5. Живу, отдыхаю здесь, так скажем, неподалеку. И периодически выхожу то утром, то днем, то вечером. Вчера был вообще никакущий день. И оббрасывал вот эту сторону, апстрим, и оттуда на снос. Ни одной поклевки у меня из-под того берега не было. Вот.
Сейчас сделаю несколько забросов туда, а потом все-таки поставлю жука, потому что очень хотелось бы показать вам, как красиво голавль подбирает его с воды. Речь идет вот о таких вот жуках. Фирма Sakura. Они у меня в двух цветах, такой и еще есть темненький. Но за такой легче контролировать в воде. Оба я их разловил на этом перекате. Вот таким вот образом. Делал заброс апстрим. И там трава стелется. И голавль ее схватил, эту приманку. 2 раза я с этого места ловил голавля. И сейчас бы я на него поймал, но перед этим, видите, забросил туда чаби. И голавль, который там был, незамедлительно схватил нашу приманку, распугав, наверное, всю остальную рыбу, которая там была. Не хочет. Ну, мы сейчас покидаем, несколько забросов туда еще сделаю, потом сместимся на это место и еще покидаем. Там тоже пучок травы, вон тот виднеется, большой пучок, и под водой вон там. И между ними такое углубление, я так понимаю. Там тоже у меня были поклевки. Покидаем туда. Ветром сдувает, не получается сделать точные забросы. Приманка делает лапками волнение на воде, и это как-то интересует рыбу, то бишь она имитирует плавающего жука, упавшего в воду. А для голавля это деликатес. Вот, есть, ребята. Есть. Про что я вам и говорил. Есть. Если он не сойдет, я сейчас вам покажу эту рыбу. Все, как я вам и говорил, там стелется трава. Можно даже ослабить фрикцион, наверное. И я по этой траве провел. И голавль не удержался, схватил эту приманку. Эти приманки у меня год валялись в коробке. Я не знал, как ими ловить, где их применить. Отличная рыба у нас на крючке, ребята. Борется в потоке вон там. Ушла на течение. Хороший голавль. Но сейчас он подустанет. Я думаю, такого же размера. Да, это такая же рыба. Есть, ребята. Вот. Хотел вам показать и показал. Не забываем поставить лайк, ребята. Я старался. Нет слов. Адреналин. Фух, рыбалка уже удалась. Буквально на первых забросах мы с вами поймали вот таких вот красавцев, ребята.
Ну, сделаю сейчас тоже фотографию, и мы его с вами отпустим. Не забываем подписаться на Инстаграм на мой. Там фотографии тоже с рыбалок, которые я не снимал на видео. Как говорится, не запостил, значит не было. Поэтому и друзья мои тоже ждут фотографии. Там у нас группа в WhatsApp с моими друзьями, и они тоже ждут фотографию. Поэтому без фотографии, извините, уж никак. Ну и отпускаем этого красавца домой. Все. Немного стрессанул он, но я думаю, что ничего страшного. Ребята, супер. Отлично. Ну еще покидаем. В ту точку, может быть, удастся еще поймать голавлика. Как-то с поправкой на ветер, наверное. Попробуем вот так. Вот, отлично. Ну все, ребята. Тишина. Тишина. Нету больше там. Ну или насторожились, скажут, кто-то нашего брата уволок оттуда. Нестабильная погода последнее время, были дожди, холодно. Здесь вот тепло вроде бы, но прогноз там по телефону смотрю, вроде дожди опять какие-то передают. Сейчас вот ветер разгулялся. Нестабильная погода. Сегодня у нас какое число? Сегодня 15-е, ребята. 15 число. Вчера был день рыбака, в который мне удалось там поймать одну щучку и с десяток некрупных окушков. Поставил жука такого же в другом цвете. Вот такой, тоже разловленный. На него у меня и голавль попался, и жерешка небольшого тоже умудрился я поймать. Сделаем несколько забросов этой приманкой, может быть, цвет не нравится голавлю. И потом сместимся вверх по течению. Этой приманкой очень удобно облавливать как раз заросшие травой места. Там, где воблеры не проходят. Этот идет прям ровно по поверхности, нисколько не заглубляется вообще. Если чабик там СССР-ка, то он заглубляется немного. Этот ползет прям по поверхности. Ну все, мы сняли двух активных головлей отсюда. Поэтому уже, наверное, можно как раз подняться туда повыше. Значит так, дорогие друзья, перед тем, как уйти с этой позиции, хочу еще сделать несколько забросов вот таким вот воблером. Это Megabass Baby Griffon Zero. Значит, какое дело с ним? Он поверхностный, заглублением там СССР, там как бы, ну, Zero это 0, как бы с нулевым заглублением, так скажем. Но он немножко зарывается. На него очень хорошо у меня клюет голавль и ясь на эту приманку. И за пару лет эксплуатации хвостик у него пришел в негодность. И сегодня я отремонтировал вот опушку на этом воблере. Еще вот не мочил, только что сделал. А кто мне помогал в ее изготовлении, вы узнаете из фотографии в моем Инстаграм, ребята. Подписывайтесь и будете крайне удивлены. Ну, сделаю здесь несколько забросов и потом смещусь. Воблер очень уловистый. Очень мне нравится.
Пару дней назад поймал я на него на выходе с этого переката 2 езей. Одного где-то в районе килограмма. Фотки в Инстаграм, ребята. Ах, была поклевка, ребята. Была поклевка. Схватила рыба, но не засеклась. То бишь хвостик никак не помешал новой игре приманки. Приманка по-прежнему ловит, но не засеклась. Yes. Ах ты, блядь. Сука, сошел. Воблер от Зябликова. Есть. Опять на воблер от Зябликова Сергея, пензенского мастера. В этот раз, может быть, не сойдет, но которая сошла рыба, она была крупнее, ребята. Этого тоже нужно щелкнуть. Ага, за нос зацепился. Как-нибудь в лодке расскажу вам потом, почему так происходит. Ну и отпускаем его. Да, не так это все просто. Все, убежал. Между ног у меня трется. Отлично. 2 поклевочки на этот воблер. Разловил. Был не разловленный. Так, освободили мне перекат. Местный рыболов здесь немного посидел. Что-то с донками тут покидал. Ничего у него не клюнуло. Он собрался и уехал. Грузится он в машину. А я еще немного здесь покидаю. И спущусь тогда вниз переката. Шепотом здесь разговаривал. Значит, был хороший сход на воблер ручной работы от Сергея Зябликова. И одного голавлика мне удалось поймать. Все, больше поклевок не было. Поменял кучу воблеров. Ни хрена здесь не клюет. Клюет. Ребята, клюет. Вот такой вот окунь клюет. Только сказал, что ни хрена не клюет. И клюнул вот такой вот окунь.
Воблер Чабби, черненький. Ну, неплохо. Хова. Схватил бодро, я думал, что это голавль. Небольшой. А это небольшой окунь. Вот такой вот. Что-то не хочет распушаться. Ну все, отпускаем его. Давайте. Не буду, наверное, долго задерживаться здесь. Сейчас еще несколько забросов. Да, да, нет, нет. И пойдем попробуем снизу, что у нас там. Ну что, значит, обловили мы вход в перекат. Довольно-таки результативно. Поклевки сейчас прекратились, поэтому я предлагаю, пока солнышко не совсем село, спуститься вниз переката, где уже, так скажем, выход из переката, и попробуем там с вами что-то поймать. Поехали. Ну, я сейчас по дороге покидаю, прям вот по течению вот здесь вот. Может быть, удастся что-то поймать. Ну, чтобы просто не идти, так скажем, впустую, будем по ходу движения еще и кидать. Спускаемся потихонечку. Здесь, так скажем, уже вот, ну, где-то середина переката, а мы пойдем вот, ну, не совсем середина, так скажем, уже ближе к концу, а вон там уже подзаканчивается. Этот спуск уже здесь я набил. Здесь такая тропинка у меня. Здесь глубоко. И вон до той травы сейчас пойдем и будем кидать в конце. Время без 20, 17 часов. Начнем с СССРок, а потом посмотрим, может быть, СРки будут здесь проходить. Солнце мне прям в лицо светит. Поехали. Есть, ребята, есть. Очень бы мне хотелось, чтобы это был ясь. Он сначала тюкнул, я это почувствовал, а потом догнал и еще раз тюкнул. Именно в этом месте я поймал пару дней назад 2 езей. И поклевка была такая вот ближе к езевой. Воблер Чабби, СССРочка, с которого мы начинали рыбалку. Аккуратненько подводим рыбку. И кто это у нас? Пока не пойму, ребята, но, по-моему, это ясь.
Ребята, не пойму я. Да, по-моему, это... Да, это ясь, ребята. Это опять хороший ясь. Опять хороший ясь. Поклевка у него отличается от головлиной. Он хватает более аккуратно, но тоже мощно. Вот такой вот ясь клюнул, ребята. Сейчас, может быть, выйду как-то на берег. Сегодня отличная рыбалка у нас с вами. Не могу зафиксировать. Липгриппом брать такую рыбу, он ее рвет. Даже обхватить не могу. Вот, ребят. Ясь! Ребята. Фу. С ног до головы, блин. Не могу зафиксировать. Ну, давайте попробую липгриппом. Камера, наверное, вся в воде. Фу. Да, сегодня хороший день, друзья. Не знаю, куда спиннинг деть. Может быть, на траву положить. Вот он, ребята. Да, камера немножко в воде, но сейчас не буду протирать. Сфотографирую и отправлю ребятам сейчас. И будем его с вами отпускать. Просто суперски. Поклевку, конечно, узнал я. Узнал я езевую поклевку, ребята. Опа. Опачки. Ух. Вот такая рыбина, ребята. Ну, около килограмма здесь, я думаю. Или килограммчик. Отличный. Отпускаем его. Все, ушел. Ребята, ставим лайк. Фу, всего обрызгал. Все очки опять у меня облиты. Но это того стоило. Попробуем поймать еще. То бишь вечером он сюда выходит. Второй раз я здесь устраиваю вечернюю рыбалку. Такую вот на закате. И второй раз ловлю здесь езя. Только прошлый раз я поймал на Мегабас Baby Грифон Zero, а сейчас уже на чабе, но тоже на поверхностной. Ну все, я уже рыбалкой доволен, даже можно уже и заканчивать, ребята. Я думаю. Фух. Сегодня отличный день. Вот, еще поклевка. Видели? Но это был голавлик. Маленький голавлик. Фрикцион, в принципе, ослаблен. Непонятно. Сошел. Это был голавлик.
Вот подошла к концу очередная рыбалка. Очень приятно, когда что-то было запланировано, и это все получилось. Хотел я поймать на жука там с травы головля, и это все получилось. И как в принципе я и планировал, внизу переката в очередной раз меня порадовал хороший ясь. Поклевок было сегодня не так уж и много, но, как я уже говорил вчера, на день рыбака, за весь день с 6 утра и до 5 вечера я не увидел ни одной поклевки, значит, белого хищника. Поймал я там вчера щучку и несколько окуней, а сегодня, я думаю, что была рыбалка совсем неплохая. Отпуск у меня продолжается, поэтому это не последняя рыбалка. Думаю, что еще потвичу щуку на 130-е воблеры. Может быть, получится сплавиться помокше. Где-то сплав приблизительно на 30 километров, если погода даст. Сплавимся мы с племешом. Но это все под вопросом. Так что, как говорится, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, вниз и увидимся на воде. Пока-пока, мои дорогие.